Можно пошло. Спасибо. Уважаемые граждане, спасибо, что вообще пришли на мероприятие сегодня. У нас вопрос посвящен достаточно актуальной теме. Это касается вопросов оплаты труда. То есть соблюдение прав граждан на оплату труда, к сожалению, эта тема очень актуальна, она не перестает быть актуальной из года в год, поскольку такие жалобы к нам поступают в органы прокуратуры, в органы государственной инспекции труда и другие контролирующие органы. Поэтому я думаю, что вам будет интересно все-таки узнать о нашей практике и получить определенные знания, которые, конечно же, вам пригодятся. Не только вам, наверное, но и вашим знакомым, вашим родственникам, потому что я вижу, что тут пришли люди, которые на пенсии уже находятся, уже как бы не являются работниками. Но, тем не менее, это нужно для того, чтобы все-таки и ваши действительно знакомые, близкие знали эти вопросы. Позвольте представиться, старший помощник прокурора Чувашской республики по правовому обеспечению и взаимодействию с общественностью Петров Альберт Иванович. Я отвечаю за вопросы организации работы органов прокуратуры Чувашской республики по правовому просвещению населения. Мы такие мероприятия проводим практически на систематической основе, регулярно, ежемесячно в Национальной библиотеке, можно сказать так даже. То есть такие встречи с населением, которые посвящены наиболее таким самым актуальным вопросам. В апреле месяце, сразу хочу сказать, что в апреле месяце мы планируем провести аналогичные мероприятия, аналогичные встречи с гражданами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Я думаю, что у многих вопросы возникнут, они уже есть. Особенно это касается взносов на капремонт, нового вида платежа, коммунального платежа, которые вызывают, к сожалению, недовольство среди граждан. Мы тоже постараемся разъяснить ответственно все эти ваши вопросы в апреле этого года. Точную дату и время мы об этом скажем через средства массовой информации. Также информация будет размещена на сайте прокуратуры Чувашской республики, на сайте Национальной библиотеки, в сети интернет. Ну и через средства массовой информации обязательно мы эту информацию дадим. Я хочу представить участников сегодняшнего правового часа. У нас также принимает участие Кузьмин Михаил Александрович, руководитель Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России. Руководитель аппарата Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России. Мой коллега Данилов Александр Евгеньевич, прокурор отдела по надзору за соблюдением законов в социальной сфере. Его тема выступления будет посвящена вопросам соблюдения законодательства об оплате труда и ответственности за его нарушение. Также здесь присутствует представитель контролирующих органов, я уже об этом сказал, Пикселькин Геннадий Александрович, начальник отдела по государственному надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде Государственной инспекции труда в Чувашской республике. Его тема выступления посвящена вопросам практики реализации контрольных полномочий Государственной инспекции труда в Чувашской республике по выявлению нарушений законодательства в сфере оплаты труда. Также у нас принимает участие в мероприятии Косатова Рима Геннадьевна, начальник юридического отдела отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской республике Чувашия. Ее тема выступления посвящена вопросам легальной заработной платы как основа достойной пенсии в будущем. В нашем мероприятии принимает участие Архипова Татьяна Леонидовна, начальник отдела налогообложения и имущества и доходов физических лиц Управления Федерального налогового по Чувашской республике. Тема выступления посвящена работе налоговых органов по легализации сферы заработной платы. Она здесь присутствует, да? Значит, следующий докладчик у нас это Иванов Игорь Вячеславович, начальник отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской республике. Тема выступления посвящена вопросам анализа работы по взысканию заработной платы за 2014 год и результаты деятельности службы судебных приставов. И также у нас есть представитель общественной организации Дмитриева Ольга Александровна, заведующая правом заведующим правом отделом Чувашского республиканского объединения Организации профсоюзов Чувашский Республиканский. Она расскажет о работе Чувашского Республиканского по защите трудовых прав граждан в сфере оплаты труда. Вот таким образом мы планируем построить свою работу. У вас будет возможность задавать вопросы. Мы расскажем также о новеллах законодательства, поскольку у нас в этом году, с этого года усилена административная ответственность за нарушение законодательства труда. Хотел бы для вас сразу довести, об этом более подробно мы обязательно скажем в правовом часе. Особенно усилена ответственность за
осуществление деятельности без оформления трудовых отношений, либо тогда, когда деятельность фактически является трудовой, но оформляется гражданско-правовые отношения. За это предусмотрена сейчас отдельная ответственность, мы тоже об этом более подробно скажем. Я передаю слово Михаилу Александровичу Кузьмину, руководителю аппарата Чувашского регионального отделения Ассоциации юристов России. Спасибо большое, Игорь Иванович. Добрый день, уважаемые участники сегодняшней мероприятия. У нас сегодня такой специализированный правовой час, обеспечение прав граждан на оплату труда. Действительно, тема очень актуальная, важная для каждого из нас. И знать свои права, как защищать, я думаю, что это действительно очень важно. Хотел бы отметить, что такие мероприятия действительно у нас являются, как Альберт Иванович отметил, традиционными. И проводим мы на актуальные темы, по любым актуальным вопросам. И буквально недавно мы проводили здесь по защите прав молодежи. Практически был полный зал, даже места не хватало. Проводили по вопросам ЖКХ, по земельным вопросам, социальным вопросам. То есть, действительно, самое, наверное, то, что насущно, то, что интересует граждан. Цель таких мероприятий одна, это действительно это правовое просвещение, это правовое информирование граждан, чтобы они могли защищать свои права, отстаивать, обращаться в те инстанции в случае нарушения этих прав. Миссия такова, поэтому наша задача, как общественная организация Ассоциации юристов России, действительно помогать гражданам, тем, кто сам самостоятельно не может, особенно, чтобы их права не нарушались, и если нарушаются, то помочь их защищать. Я хочу сказать о том, что это мероприятие проводится совместно с прокуратурой Республики. Я хочу от имени Ассоциации юристов России благодарить за такое тесное сотрудничество, благодарить Национальную библиотеку Республики за то, что всегда является нашими партнерами, и в таком прекрасном зале мы проводим сегодняшнее мероприятие. Очень приятно то, что на правовой час всегда привлекаются органы государственной власти, куда я представил, и своих коллег, общественников, которые действительно помогают проводить такие мероприятия. И правовой час становится таким комплексным, можно сказать, сегодня из мобильный дистант, по любым аспектам всегда можно обратиться. Создается такая возможность для граждан. Я думаю, что сегодня, во-первых, в целях повышения правограмотности, скажем так, будут актуальные выступления, и я думаю, что будет возможность всегда задать вопросы. Можно будет это сделать и после совершения. Мы всегда традиционно делаем прием. Можно будет у членов Ассоциации юристов России получить консультацию, у наших коллег-специалистов пока здесь. Такое мероприятие. Договорились, да? Поэтому я еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы откликнулись. Я думаю, что будет мероприятие полезным. И для всех, прежде всего. Но еще хотел обратить внимание, у меня здесь оказался буклет, специально наши какие-то буклеты есть, потом участники могут получить по правам работникам на оплату труда и ответственности работодателей за их нарушение. Поэтому хорошего нам работы. Спасибо. Я еще раз хочу напомнить, что у нас следующий выступающий Данилов Александр Евгеньевич, прокурор отдела по надзору за соблюдением законов в социальной сфере прокуратуры Чувашской Республики. Тема его выступления посвящена вопросам соблюдения законодательства об оплате труда и ответственности за его нарушение. Пожалуйста. Всем добрый день. Стараюсь сегодня выступить и определить для вас, потому что я так понял, что многие пришли со своими вопросами. Слышно меня, наверняка слышно? Своими вопросами определить способ защиты своих трудовых прав, в том числе путем обращения в органы прокуратуры. Вообще защита трудовых прав граждан и в первую очередь защита прав на своевременный и полный обмен заработной платы является наиболее приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры, если так сказать, в социальном блоке. К сожалению, кризисные явления, наметившиеся в настоящее время, они действительно, многие от них пострадали, очень большой рост нарушений прав граждан на получение своевременной зарплаты фиксируется в настоящее время, наверное, даже где-то с ноября месяца 2014 года в настоящее время. В настоящее время в республике у нас 6 предприятий крупных, которые не смогли своевременно выплатить своим работникам заработную плату. Более того, по тем или иным причинам они в настоящее время являются банкротами. И деятельность
часть из них больше уже не осуществляет. Самое крупное предприятие на данный момент, имеющее задолженность по заработной плате в Чувашской республике, это ЗАО «Электросила». Задолженность его составляет без выходных пособий более 7,5 миллионов рублей. Предприятие находится в стадии банкротства. Задолженность перед работниками будет погашена, конечно, это можно сказать с уверенностью, но главный вопрос времени. Ведь процедура банкротства, она чем примечательна? То, что зарплата у работников будет погашена во вторую очередь удовлетворение требований кредиторов. То есть сначала конкурсный, назначенный арбитражным судом Чувашской республики, конкурсный управляющий, он должен произвести инвентаризацию имущества всего предприятия, потом оценить это имущество, назначить торги и по поступлению от продажи всего предприятия денежных средств уже рассчитаться с работниками. В феврале были назначены торги по продаже производственной базы «Электросила» завода. Но, однако же, заявки на покупку вот эти базы производственные не поступили. В этой связи торги будут проводиться в течение месяца этого. Естественно, там уменьшается цена. Практически никогда с первого раза не продается имущество в ходе торгов, потому что все потенциальные инвесторы, располагающие крупными суммами денег, они ждут вторых торгов для того, чтобы третьих, чтобы цена приобретаемого имущества была наиболее низкой. Но в ходе анализа финансовой деятельности, вообще суммы требований кредиторов, то есть это и в том числе кредиторов по заработной плате работников предприятия, в целом можно сделать вывод о том, что от продажи имущества денег, поступивших от продажи имущества, хватит для того, чтобы задолженность по заработной плате там в полном объеме была погашена. Затем есть предприятие, которое размещалось на базе Эллары, это Инстел такое. Там тоже в настоящее время проводятся процедуры банкротства. Органами прокуратуры республики на постоянном контроле находится этот вопрос. Запланированы совместные проверки с управлением Росреестра. Это орган, который является непосредственным контролером деятельности арбитражных управляющих. Кстати, следует отметить по поводу Электросилы, забыл добавить то, что мы, прокуратура республики, недавно направили как раз в Минэкономразвития Чувашии письмо, чтобы не только сам конкурсный искал покупателей потенциальных на вот эту производственную базу, но и в том числе и кабинет министров Минэкономразвития Чувашии тоже были включены в эту работу, и в скорейшем времени, я думаю, покупатель будет найден, потому что уже, я знаю, приезжали, смотрели инвесторы из города, с Москвы, тоже, которые желают приобрести завод. По Инстелу, если вернуться к этому предприятию, тоже проведены проверки, направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Фактов преднамеренного банкротства не выявлено. Работники, большинство работников, как мы знаем, были устроены в цех, вновь образованный цех самой Эллары. В настоящий момент, мне вчера буквально сотрудник прокуратуры Московского района, который непосредственно осуществляет надзор за предприятиями, находящимися на территории Московского района города Чебоксар, доложил, значит, что 900 тысяч рублей было направлено для погашения вообще в ООО «Инстел», и 700 тысяч рублей уже будет распределено для выплаты заработной платы. В последующем также будет задолженность гаситься. Александр Ильич, я думаю, что есть необходимость разъяснить вопрос ответственности, да, за нарушение законодательства об оплате труда. Какая практика сложилась у нас в прокуратуре? Какой ответственности привлекается прокурорами? Чем предусмотрено и так далее? Зачастую, конечно, основная масса нарушений, которые сейчас мы выявляем, это либо выплата заработной платы в размере ниже минимального размера оплаты труда,
либо нарушение срока выплаты заработной платы, несвоевременный расчет с увольняемыми работниками, выплата заработной платы в конверте, так называемая серая заработная плата. Надо сказать, что сейчас законодатель закрепил более серьезную форму ответственности за нарушение трудового законодательства. Геннадий Александрович, вы, наверное, да, расскажете, если в вашем докладе это есть. То, что штрафы увеличены, наверное, должно все равно подействовать определенным образом на работодателя. Способы защиты гражданина своих трудовых прав просты. Исходя из Трудового кодекса, на предприятиях существуют системы оплаты труда, которые регулируются локальными нормативными актами. Каждый работник, в идеале, конечно, должен быть на предприятии ознакомлен с теми сроками, когда ему заработная плата должна быть выплачена. Если работодатель нарушает сроки, не платит установленные сроки, работник, первое, на что имеет право, это, во-первых, на получение компенсации за просрочку выплаты заработной платы, предусмотрено 236 статьей Трудового кодекса. Работник имеет право, если заработная плата не платится, обратиться либо в органы прокуратуры, либо в Государственную инспекцию труда, либо в суд для того, чтобы самостоятельно защитить свои права, если сочтет это необходимым и более целесообразным. Органы прокуратуры при поступлении обращения в обязательном порядке проводят проверки с выходом на место. В соответствии с организационно-распределительными документами Генеральной прокуратуры, даже если один работник на предприятии обращается о том, что нарушает сроки выплаты заработной платы, проверка должна быть проведена и приняты меры к защите трудовых прав всего коллектива, завода, учреждения, организации. Основной формой реагирования в данном случае является внесение представления, которое в течение месяца должно быть рассмотрено, и работодатель обязан произвести выплату заработной платы с учетом необходимости компенсирования работнику задержки выплаты заработной платы, то есть дополнительно там небольшую сумму начислить. В обязательном порядке работодатель подлежит привлечению к административной ответственности, и в случае наличия в его действиях признаков уголовно-наказуемого деяния, также в отношении него направляются материалы для решения вопроса следственными органами о обсуждении уголовного дела. В случае, если представление не рассматривается, точнее, рассматривается, но выплата заработной платы не производится работодателем, тогда органы прокуратуры обращаются в суд с исковым заявлением о взыскании заработной платы, суммы заработной платы. Следует добавить, что вот эта вот форма, она наиболее эффективна в том случае, если предприятие признает заработную задолженность за работником и если лишь нарушены сроки. Другая тут очень сложная ситуация – это если работник фактически в трудовых отношениях не состоял с работодателем, работодатель ему заработную плату в итоге не заплатил и сказал: все, можешь на работу больше не выходить. Естественно, какое-либо подтверждение в большинстве случаев о том, что работник действительно работал на предприятии, содержится в документах, которые, как бы так сказать, относятся к документам черной бухгалтерии, которые хранятся в сейфах, дома. Еще в ходе проверки выявить их практически невозможно. В прошлом году мы выявили 2 факта ведения черной бухгалтерии, и действительно в ходе проверки нашли журналы, тетради, в которых фиксировалось получение работниками заработной платы за выше, чем та, которая была установлена в трудовом договоре. А в трудовом договоре у них и на том, и на другом предприятии была закреплена сумма, равная минимальному размеру оплаты труда. А фактически они получали раз в 3-4 больше. Тетради были найдены,
Были исчислены фактические суммы заработка. Кстати, следует добавить, что эти проводились совместно со специалистами налогового органа и органом пенсионного фонда. Обязательно в таком случае, естественно, не только взыскивается заработная плата, но и направляется информация в налоговые органы и в органы пенсионного фонда для начисления страховых взносов за весь период выявленный и налоговых платежей. Но суды, надо сказать, что устные показания от работника о том, что я, допустим, вот в такой-то период времени работал там, на меня были возложены какие-то обязанности, внимание. Поэтому тут очень тяжело доказывать. Мы, прокуратура республики всегда ориентируем наших горрайпрокуроров, чтобы они периодически опубликовывали в печати разъяснение трудового законодательства в части того, насколько важен элемент трудовых отношений, который называется трудовой договор, который обязательно должен быть на руках у работника и иметь все реквизиты, которые и составные части, которые предусмотрены в статье 57 Трудового кодекса. У меня еще есть, Альберт Иванович, времени выступать? В принципе, регламент уже другому выступающему переходит. Я просто хочу также дополнить, что о фактах серой заработной платы можно сообщать органу прокуратуры абсолютно анонимно. Я прекрасно понимаю работников, которые не будут официально в орган прокуратуры обращаться, потому что, ну, естественно, в определенной зависимости находятся от работодателя эти люди. Но можно абсолютно анонимно обратиться в органы прокуратуры, сообщить наименование организации, ее адрес и, соответственно, указать, что в данной организации, скажем так, есть работники, которые работают без оформления трудовых отношений, либо ведется двойная бухгалтерия. То есть по таким фактам мы проводим проверки, регистрируются эти звонки в специальном журнале. Значит, обратиться можно в органы прокуратуры по телефону горячих линий, которые совпадают с телефонами канцелярий городских районных прокуратур. Все телефоны канцелярии указаны на сайте прокуратуры Чувашской Республики в сети интернет, в котором можно позвонить. Соответственно, эти звонки все регистрируются в специальный журнал, в течение 15 дней проводятся проверки, и, соответственно, если устанавливаются эти факты и подтверждаются в ходе проверки, принимаются меры прокурорского реагирования. Такие факты были, когда к нам обращались анонимно, и были случаи, когда это подтверждалось. Поэтому вот такой момент. Ну, об этом подробно все сказано в брошюре, которую вы получили сейчас. Также есть телефон прокуратуры республики 39 20 23, 39 20 23, по которому можно сообщить как раз-таки о серой заработной плате. Тоже абсолютно анонимно, по нему по этим звонкам будут проводиться проверки, несмотря на то, что это обращение анонимное. Если вы обращаетесь также по почте, по электронной почте, анонимно, не указываете свои инициалы, либо указываете свои вымышленные инициалы, скажем, вымышленный адрес, все равно проверки будут проводиться, если в них, в этих обращениях содержится информация о нарушении законодательства. Тоже надо это иметь в виду, поэтому можно и таким образом тоже поступать. Мы выявляли, в практике уже было такое, мы выявляли нарушение законодательства, когда к нам поступали анонимные письменные обращения. И это для нас не препятствие для проведения проверок, наличие анонимного обращения. Потому что по закону о прокуратуре, надо сказать сразу, любая информация о нарушении закона, неважно, анонимная или нет, является основанием для проведения прокурорской проверки. Тоже надо иметь в виду. Хотя многие, были случаи, когда работодатели пытались говорить прокурору, что почему проводите проверку по анонимному обращению, как бы это не основание. На самом деле нет, это основание, надо тоже иметь в виду. Следующий у нас выступающий еще раз. Вы знаете, у нас регламент такой. Мы сейчас сначала всех выслушаем, а потом по регламенту у нас в конце вопрос-ответ. 15 минут вам хватит? Пожалуйста, не останется времени. Нет, останется. Я постараюсь рассчитать. Потому что быстренько раз, а мы там тоже идите оттуда. Мы закончили. Нет, давайте сначала госинспекцию труда послушаем. Давайте так, разобьем. Прокуратура госинспекции труда, потом вопрос-ответ. Чисто по рекламу. Хорошо. Фиксиркин Геннадий Александрович, начальник отдела государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде Государственной инспекции труда в Чувашской Республике, расскажет нам о практике реализации контрольных полномочий Государственной инспекции труда в Чувашской Республике по выявлению нарушений законодательства в сфере оплаты труда. Пожалуйста. Так.
В 2014 году Государственный инспектор труда Чувашской Республики по вопросам соблюдения требований трудового законодательства Российской Федерации проведено всего 846 различных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В январе 2015 года 55 проверок. Так, в прошлом году в ходе всех проверок выявлено 3746 нарушений требований трудового законодательства. В январе 2015 года 186 нарушений. Из общего количества проверок где-то третья часть проводится по вопросам оплаты труда. Это в прошлом году было проведено 273 проверки. За январь 2015 года по вопросам оплаты труда проведено. Наиболее характерными нарушениями, выявляемыми в ходе проверок по вопросам оплаты труда, являются несвоевременные выплаты заработной платы работникам, задержки оплаты отпуска при предоставлении отпусков работникам, а также не проведение полного расчета при увольнении с работниками. За 2014 год по результатам проведенных государственными инспекторами труда проверок незаконно задержанной зарплаты выплачено 2796 работникам в сумме 41 623 тысячи рублей. За январь 2015 года незаконно задержанной зарплаты выплачено 83 работникам в сумме 1 093 тысячи рублей. В соответствии с приказом руководителя Роструда Федеральной службы труда и занятости, инспекция труда в 2014 году по вопросам выплаты заработной платы работникам ниже минимального размера оплаты труда проведены проверки в 61 организации, в январе 2015 года в 5 организациях. Информация такая предоставляется инспекции труда управлением Федеральной налоговой службы России по Чувашской Республике, отделением Пенсионного фонда России по Чувашской Республике, региональным отделением Фонда социального страхования по Чувашской Республике. Ну, к сожалению, на практике при проверке такая информация подтверждается где-то, ну, в одном случае 7 или 6 проверок в среднем. Так вот, в прошлом году в 12 хозяйствующих субъектах в ходе проверок по данным сигналам с этих органов были выявлены случаи выплаты зарплаты работников ниже минимального размера оплаты труда в отношении 34 работников. За 2014 год по результатам проведенных государственными инспекторами труда проверок, а также на основании рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных органами прокуратуры за нарушение требований трудового законодательства, привлеченные к административной ответственности наложения штрафа 837 должностных лиц, 276 юридических лиц и 182 индивидуальных предпринимателя на общую сумму. Это общая сумма штрафа 14 416,5 тысяч рублей. За нарушение законодательства оплаты труда, в том числе сумма штрафа составила 5 9 900 рублей. За январь 2015 года привлечены к ответственности 61 должностное лицо, 23 юридических лица, 9 индивидуальных предпринимателей на общую сумму 1 155 тысяч рублей. За оплату труда сумма наложенных штрафов составила 466,5 тысяч рублей. Так, ну, в отличие от органа прокуратуры, мы по анонимным обращениям проводить проверку не имеем права. Проверки проводятся на основании обращения конкретно работников о нарушении их трудовых прав. Вот, в частности, в 2014 году в инспекцию труда поступило 1474 обращения. Это по сравнению с 2015 годом рост существенный. Если в 2013 году было 1031 обращение, то больше в прошлом году было обращение на 442 обращения. Из этого количества обращений по вопросам оплаты труда 493 обращения, это где треть, опять-таки, оформление расторжения трудовых договоров, это наибольшее количество, ну и охрана труда, поскольку у нас в составе инспекции труда есть еще 2 отдела охраны труда.
По поступившим обращениям назначено проведение проверки. И хотелось бы уточнить, вот примеры какие-нибудь можете привести фактов нарушения вот законодательства именно об оплате труда, которые выявлялись в инспекции труда, где были приняты меры, и кто-либо оштрафован, привлечен к ответственности? Так, ну, примеры какие вот, в частности, в январе проведены были проверки. Вот чисто как раз те организации, когда были выявлены долги по заработной плате. Вот организация «Успех», город Чебоксары. Так, в ходе проверки была выявлена задолженность по выплате заработной платы уволенным работникам. Это 4 работника, сумма долга составила 15 392 рубля. Так, потом есть такая организация О4Д. Также была выявлена задолженность 5 работникам. Сумма долга составила 146 350 рублей. Если вот в ходе проверки «Успех» после того, как были уволены, прошло более 2 месяца, а по законодательству, которое действовало в прошлом году, мы могли привлечь в течение 2 месяцев день совершения правонарушения. Было выдано там всего лишь предписание, то в ходе проверки второй организации было привлечено к административной ответственности должно лицо, это директор организации, получило штраф 4000 рублей. Была проведена проверка вот в январе, также вот ЗАО научно-технической компании «Брестовых». Была выявлена задолженность по выплате зарплаты 11 работникам за период с июня по ноябрь 2014 года в размере 2 миллиона 91 тысяч 557 рублей. Так, был выявлен также долг перед 11 уволенными работниками за период, опять-таки, с мая по декабрь. Сумма долга составила 1 500 113 рублей. Так, по результатам данной проверки юридическое лицо было привлечено к ответственности на сумму 40 тысяч рублей. Спасибо. У нас просто сейчас еще вопросы будут. Тогда я все-таки остановлюсь, сам дополню, если вы не возражаете, по поводу ответственности. Да, немножко скажу, а потом уже вопросы зададим. Вот. Что касается ответственности, уже коллега мой начал, за нарушение законодательства об оплате труда, какая ответственность предусмотрена. Во-первых, Трудовым кодексом, статьей 236 Трудового кодекса установлено, что при нарушении сроков оплаты труда работодатель должен сам по своей воле именно, да, начислить проценты в размере 300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки. На практике это практически нигде не соблюдается. Добровольно работодатели это не делают, я вам сразу скажу, да. Но когда к нам поступает жалоба в органы прокуратуры или госинспекции труда, мы требуем, чтобы работодатель при выплате заработной платы, при выплате задолженности по заработной плате начислил еще эти проценты. Вот. И даже если он выплатил заработную плату, он не начислил проценты, это уже тоже считается нарушением законодательства о труде, вот, который влечет в том числе и административную ответственность. Вот. Это один из видов ответственности, то есть это проценты за несвоевременную выплату заработной платы и иных выплат причитающихся работников. Раз. Следующая ответственность – это административная ответственность, о чем сейчас уже говорил у нас представитель госинспекции труда. Кодексом Российской Федерации об административном правонарушении предусмотрена административная ответственность за нарушение законодательства о труде и в охране труда. В частности, статьей 5.27 КОАП РФ предусмотрена следующие виды ответственности, и она усилена с 1 января 2015 года. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых содержащих нормы трудового права у нас предусматривает ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от 1 до 5 тысяч рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, вы знаете, что есть такие работодатели, да? Тоже от 1 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей. Сейчас предусмотрена ответственность, раньше такого не было. С 1 января 2015 года именно за фактическое допущение к работе лицом, неуполномоченным на это работодателем, в случае, если работодатель или его уполномоченный на это представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, и данным работодателем, с лицом, фактически допущенным к работе трудового договора. Вы знаете прекрасно, что были очень часто случаи, когда, допустим, нанималась бригада для работы в Москве, например, в строительную организацию, находился так называемый такой бригадир,
бригадир, который не ставил в известность, естественно, строительную организацию, говорил, я вам там своими силами организую там такие-то работы, да, и сам же рассчитывался с этими работниками, а может быть, бывало, что и не рассчитывался. И такие к нам жалобы тоже поступали. Так вот, этот бригадир теперь, так называемый, тоже будет нести уже административную ответственность. Раньше такого не было, поскольку он не являлся работодателем фактически, да. Но если это, допустим, организация строительная, которая в Москве находится, не знала о том, что бригадир каких-то там людей привлек к работе, то, естественно, с нее ответственность снимается, но бригадир будет нести ответственность. Штраф влечет на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, а если он еще предприниматель, то от 10 до 20 тысяч рублей. Сейчас впервые предусмотрена ответственность за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданского правового договора, фактически регулирующее трудовые отношения между работником и работодателем. Вот. Отдельной ответственности такого тоже не было. Теперь, если работник допускается к работе, но с ним не заключается трудовой договор, либо с ним заключается гражданский правовой договор, хотя фактически отношения это трудовые, а признаки трудовых отношений тоже также предусмотрены в законодательстве, это подчинение правил внутреннего трудового порядка, например, да, длительный период работы, то есть не разовый характер носит, не сезон и так далее, влечет за уклонение от оформления трудовых отношений, либо за оформление гражданского правового договора вместо трудового, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 5 до 10 тысяч рублей, а на юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей. То есть довольно-таки жесткая ответственность. То есть штрафы начинаются от 10 тысяч рублей и до 100 тысяч рублей, пожалуйста, да, за допущение к работе без оформления трудовых отношений. Теперь, если повторно совершается административное правонарушение, ранее уже подвергнуто наказанию за неуплату заработной платы, в частности, например, то за это предусмотрена уже дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет, максимальное наказание, вот, и штрафные санкции дополнительные. То же самое касается вопросов совершения иных, нарушения иных требований законодательства, как то фактическое допущение как раз-таки лиц без оформления трудовых отношений к работе. Также предусмотрено, если совершается данное правонарушение повторно, уже наказание в виде дисквалификации на срок от 1 года до 3 лет. То есть вот такая ответственность предусмотрена в настоящее время действующим кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Протокол составляет по данной статье, по статье 5.27 уполномочены у нас должностные лица госинспекции труда, но прокурор вправе возбудить дело об административном правонарушении по любой статье КП РФ, если он в ходе проверки выявит нарушение законодательства. Поэтому прокурор может вынести постановление, если у них протокол называется, мы выносим постановление по любой статье КП РФ, и как бы это тоже является протоколом по своей природе фактически. Уголовная ответственность существует также за неуплату заработной платы. Если заработная плата не выплачивается свыше 2 месяцев, и при этом не уплачивается из корыстной и иной личной заинтересованности, а иная корыстная и иная личная заинтересованность доказывается в практике таким образом, что, допустим, у работодателя имелась возможность заплатить людям заработную плату, однако он их потратил на другие цели, на другие нужды, в том числе, например, даже на расчет с контрагентами, да? То есть у него есть задолженность, он погашает дебиторскую задолженность. Это уже считается как корыстная иная личная заинтересованность. Поэтому здесь есть судебная практика, есть и факты внесения приговоров. По статье 145 прим. 1 Уголовного кодекса, предусматривающего уголовную ответственность, привлекаются работодатели. Уголовные дела возбуждают и расследуют органы Следственного комитета, поэтому в таких случаях можно обращаться еще также в Следственный комитет, и в прокуратуру, например, и в Следственный комитет для привлечения к уголовной ответственности. Если бывали случаи для того, чтобы работодатель избежал ответственности, они специально, допустим, платили, грубо говоря, смешные суммы по 10 рублей, по 50 рублей, по 100 рублей ежемесячно, чтобы не было полной невыплаты в течение 2 месяцев. Вот. Теперь законодатель уточнил эту норму, и даже частично невыплата заработной платы свыше 3 месяцев влечет уголовную ответственность. Таким же образом. Поэтому надо это иметь в виду. Вот. Были вопросы? Пожалуйста. Здравствуйте.
Я представляю фирму ООО «НКП Инженерный центр». Александр Евгеньевич в списке закончил. Не знаю, была какая организация у него там. Еще раз. ООО «НКП Инженерный центр». У меня в связи с нашей организацией есть как бы целый список вопросов. Как вам его можно озвучить сразу, и вы ответите на него, чтобы не возвращаться ко мне? У вас вопросы, требующие проверки? Ну и проверки, и вообще как бы, требующие объяснения. Нет, сейчас смысла нету озвучивать нам список организаций и так далее. Лучше индивидуально подойдите на прием. Без вопросов мы это все рассмотрим. Ну, можно тогда я в общем объясню, как бы ситуацию. Где находится у вас организация? Гайдара 1, помещение 1. Переехал на проспекте Ленина, находился ранее. Там тот список, просто который я назвал, это список предприятий, которые официально представляют статистическую отчетность. А так, прокуратура республики, органы прокуратуры республики в прошлом году выявлено порядка свыше 500 организаций, где задолженность есть. Это так называемая латентная задолженность. Поэтому, если у вас и сейчас есть задолженность, да, в настоящий момент, никто из работников не обратился в органы прокуратуры еще? Нет. Мы обращались А ранее. вы трудовую деятельность еще осуществляете, хозяйственную деятельность предприятия ведет? В данный момент, насколько я знаю, подано заявление на банкротство. На банкротство. Да. Вам целесообразнее, мне кажется, тогда полностью коллективное обращение подготовить на основании вот того, что вы написали, и чтобы со следующей недели уже проект начался. А можно я задам ключевые вопросы? То есть, ситуация такая, что с сентября не выплачивается зарплата. Также подавали заявление на выдачу исполнительных листов. Сами, то есть, да? Да, подавали, то есть как бы передавали судебным приставам. В данный момент ситуация такая, что с января месяца не принимаются заявления о работе, не выдаются копии трудовой книжки и не выдаются справки о начисленной зарплате, мотивируя это тем, что мы не работаем и поэтому ничего не выдаем. Не работаете в смысле деятельности, не осуществляете сами, работники трудовую функцию не исполняете, поэтому... Это точка зрения как бы, вышестоящего начальства. А вам задания дают ежедневно? Да, мы выходим на работу и осуществляем также деятельность рабочую свою в обычном режиме. Так, и вот Ну, это, конечно, нарушение. Тут и надо проверить, табели учета рабочего времени ведутся, не ведутся, начисляется наверняка что-то, просто они от вас это скрывают. И какие-то части нам денег приходили через судебных приставов, но вот сейчас такая ситуация, буквально последняя информация пришла, что на счета фирмы перечислено порядка 39 миллионов рублей. И вот вопрос, как сделать так, чтобы эти деньги действительно сейчас пошли на погашение задолженности по зарплате, а не ушли куда-либо еще. Вот это прокуратуре и приставам вопрос, наверное. Если есть задолженность по зарплате, нужно вовремя обратиться в суд. Либо вам, либо прокурор в ваших интересах также может обратиться в суд, поскольку статья 45 Гражданского процессуального кодекса позволяет прокурору обратиться в суд именно по вопросам, связанным с трудовыми отношениями. В том случае, если гражданин просит об этом прокурора. То есть, причем на абсолютно безответственной основе, без пошлин, без пошлин и так далее. Почему важно вовремя обратиться в суд о взыскании заработной платы? Понятно, что можно привлечь к ответственности, административные штрафы и так далее, но от этого вы же богаче не станете, вам же зарплату нужно получить прежде всего. То есть либо вы обращаетесь самостоятельно в суд, либо вы просите об этом прокурора. Это тоже, на наш взгляд, иногда бывает проще, потому что прокурор проще провести проверку, требует документы определенные, доказать факты невыплаты заработной платы и так далее. Но вы часть суммы взыскали уже, если исполнитель. Ну, там порядка сентября начали перечислять, но там суммы небольшие, на порядка 5-6 тысяч рублей перечисляются. Обратиться надо. Да, обратитесь в прокуратуру, мы проверим. Если есть основания дополнительно обратиться в суд, еще раз можем обратиться. До взыщем сумму. Да, до взыщем сумму оставшуюся. Вот. И для того, чтобы деньги не ушли в другое место, я имею в виду, имущество не было, скажем так, реализовано, не ушло в другое место, скажем, другим кредиторам и так далее. И, вот, нужно вовремя обратиться в суд, а потом к приставу судебному, естественно, для того, чтобы приставы наложили арест на имущество, чтобы имущество не могло быть реализовано. Кроме того, в рамках уже обращения в суд, если вы обращаетесь не с заявлением об осуществленном приказе, например, да, по обращению к процедуре, а с иском, допустим, да, то вы можете в суде заявить ходатайство о обеспечении иска путем наложения ареста. То есть суд может наложить арест еще до того, как вы вынесете решение по существу. Это тоже важно для того, чтобы ответчик, зная о том, что все-таки состоит судебное решение, не предпринял быстренько меры для того, чтобы все свое имущество реализовать, чтобы никому ничего работников не осталось. Это тоже важный момент.
Поэтому наложить арест на имущество еще в рамках судебной процедуры, это тоже важно сделать. Вот. Поэтому по вашему случаю вы можете обратиться в прокуратуру, и мы, соответственно, придем к проверку. Еще тут один вопрос. Работодателям было прислано письмо о подаче на банкротство. Вопрос. Может ли сам работодатель рассылать такие письма, или письма должен рассылать суд, непосредственно признающий банкротство? Нет, работодатель вправе подать как раз-таки заявление о признании банкротом. Если у него, он сам понимает, что он не платежеспособен. То есть, а какое решение суд вынесет уже на усмотрение арбитражного суда, чем решить. Понятно, спасибо большое. Два коротких вопроса тоже. У нас просто еще выступающие есть. По Электросиле, я по Электросиле. Тут вот Александр Евгеньевич сказал, что осталось 7,5 миллионов. Сколько человек? Потому что у меня есть данные 12 миллионов, 255 человек было на декабрь месяц. Да, до декабря было. А сейчас сколько человек Сейчас осталось? уже 7800 Значит, выплаты уже начались. начались, да. Нет, Да. сколько человек осталось, что не выплачено? Я сейчас вам не озвучу. Теперь следующий вопрос. Мы, значит, 4 человека обратились в суд, мы выиграли, значит, комиссию в суде. Нам до сих пор, значит, нам работодатель не хочет исполнять добровольно, мы исполнительство получили. Во-первых, суды затянули это дело, и прокуратура обещала нам тоже помочь пройти в суд неоднократно. Я вот этот вопрос уже пояснял, в принципе. Тут процедура банкротства связана Нет, вопрос у меня вот какой. Какие меры уголовного характера или административные? Там сейчас в Калининском суде рассматривается уголовное дело. Это в отношении Тимофея, я знаю. Да. По определению вопросу. Мы сейчас переходим на частные вопросы. Вы Нет, по отношению к конкурсу управляющего, что принимать? Он не хочет брать работу, есть возможность у него получить работу, обеспечить людьми, которые остались там работать. Конкурсный управляющий не должен предлагать работу. Нет, он должен найти деньги, за работу там можно, предлагали тоже. Он должен только продать имущество. Но не и продает. рассчитаться с кредитором. Мы просили ему, можете дайте там частями нам. Продажа имущества связана с поиском инвесторов. Ничего не хочет он делать, абсолютно. Там, нет, проверка проведена с управлением Росреестра. Я же поэтому и говорю. Первые торги уже не состоялись, потому что никто не заявил. Желание Специально мы тоже знаем. Это практика российские. Вы Специально, можете на личный прием официально подойти, это просто вопрос частный сейчас, касающийся именно конкретно. нет, что прокуратура дисквалификацию привлекла, либо он из кого-нибудь привлекает на красивее. Или они опять ходят издеваются, они смеются, когда я они говорят. могу только сказать то, что последняя проверка именно деятельности конкурсного, раз уж так вопрос стоит, была в прошлом месяце. Именно всей его деятельности, как поступают, расходуются денежные средства совместно с Росреестром. Следующая проверка запланирована на апрель. То есть постоянно проверяется деятельность. Ну, хоть один там штрафовали. Полгода уже, 7 месяцев, 8 месяцев уже не платят. Понимаете, он не несет ответственность за именно невыплату вам заработной платы. Он несет ответственность за те процедуры и за те мероприятия, которые он должен проводить не в рамках Трудового кодекса, а только в соответствии с законом о несостоятельности банкротства. Все. Говорю, дайте нам имущество, продайте, мы возьмем у вас. Он не может этого сделать. У нас регламент, извините, у нас еще есть выступающие. Закон. Да, мы просим прощения. Просим прощения, нет, сейчас уже больше вопросов не будет, мы сейчас еще докладчик остальных дослушаем, потом перейдем еще раз к вопросам. Извините, у нас просто по регламенту должны выступить. Да, действительно, я сразу хочу обратить внимание, вы, пожалуйста, действительно не путайте ситуацию, когда предприятие уже признано банкротом, и в нем нет уже руководителя и так называемого работодателя. Там есть конкурсный управляющий, задача которого продать имущество и рассчитаться с кредитором, в том числе по задолженности по заработной плате, которая возникла у этого предприятия. Да, там уже действует норма другого закона, не Трудового кодекса, а закона о несостоятельности банкротства. Они тоже должны соблюдаться конкурсным управляющим, должна соблюдаться очередность требований, удовлетворения кредиторов, это раз. Во-вторых, они сами должны нарушать закон, принимать меры, они должны бездействовать, они должны вовремя, своевременно принять меры по реализации имущества. Мы тоже их проверяем, органы прокуратуры, выявляется нарушение деятельности управляющих, конкурсных управляющих, и такие факты тоже имеют место. Поэтому в том случае, если вы считаете, что конкурсный управляющий бездействует, либо нарушает требования законодательства, то, естественно, можно обратиться в органы прокуратуры для того, чтобы были приняты меры. Если существует также виды ответственности, административная ответственность за это, тоже в том числе влекущая дисквалификацию конкурсных управляющих, это раз. Во-вторых, есть и уголовная ответственность за хищение имущества. А у нас еще есть выступающий с пенсионного фонда. Еще раз представляю Тасакова Римма Геннадьевна, начальник юридического отдела отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике Чувашия. Тема ее выступления – легальная заработная плата, основа достойной пенсии в будущем.
тема достаточно актуальная, поскольку работник, пока он молодой, не задумывается о том, что, работая, скажем так, получая черную заработную плату в конверте, он в последующем пенсию нормально не получит. А потом, когда приходит время, хватается за голову. Пожалуйста. Наверх. Все, работает. Действительно, тема очень актуальная. Это тема выплаты серой заработной платы в конвертах. Свое выступление я бы хотела начать с некоторых цифр. Эти цифры в этом году мы впервые, Пенсионный фонд сделал анализ по своим базовым данным. И вот какая картина у нас выявилась. За 9 месяцев 2014 года эту статистику делали. 60% населения Чувашской республики являются лицами трудоспособного возраста. 17% это лица моложе трудоспособного, 23% это старших поколений. При этом в среднем по республике 20%, а в отдельных территориях до 25% трудоспособного населения не формируют пенсионные права. То есть за них не уплачиваются взносы на пенсию. Вы представляете, какие катастрофические цифры? 25% трудоспособного населения на сегодняшний день не формируют свою пенсию. Это означает, что у этих граждан в будущем у них страховой пенсии не будет. Еще вот такая интересная статистика. За последние 10 лет уровень экономической активности трудоспособных граждан заметно снизился. Это в нашей Чувашской республике. Особенно у мужчин в возрасте 45-49 лет, это практически 28%. Мужчин этого возраста, это говорит о том, что эти мужчины у нас работают в теневой экономике и, соответственно, не формируют свои пенсионные права. Работник, который получает серую зарплату, то есть зарплату, с которой не уплачиваются налоги, должен, в принципе, осознавать свои негативные последствия, к которым это все может привести. И в первую очередь, это же, конечно же, касается пенсионных прав. Все вы уже, наверное, слышали, что с 1 января текущего года в пенсионной системе произошли существенные изменения. Теперь введен новый порядок формирования пенсионных прав и расчет пенсий по новой пенсионной формуле. Вводится понятие впервые это пенсионные баллы, и, обращая внимание, возрастает роль стажа и официальной белой заработной платы. То есть чем больше пенсионных баллов наберет гражданин за свою трудовую деятельность, и, соответственно, тем больше размер пенсии он получит. При этом на количество пенсионных баллов как раз влияет два фактора. Как я уже говорила, это стаж работы и размер официальной заработной платы. Для того, чтобы получить право на страховую пенсию по новым правилам, необходимо соблюсти два условия. Это 15 лет стажа, у нас раньше было 5, и 30 пенсионных коэффициентов. Обращаю внимание, что это возможно только в том случае, если человек получает официальную заработную плату, размер которой составляет 2 минимальных размера оплаты труда. Если гражданин получает у нас официальную заработную плату в размере 1 МРО, а остальные ему платят в конверте, то необходимо 30 пенсионных коэффициентов он сможет набрать только за 30 лет непрерывной работы. Поэтому очень важно, чтобы весь размер заработной платы был белый. Если же у нас гражданин всю жизнь получал не просто серую, как выражение, еще есть такое выражение, зарплату, то есть недобросовестный работодатель всю зарплату платил только в конверте, никаких отчислений в пенсионный фонд не производил, то такой гражданин лишается права на получение страховой пенсии. В таком случае у нас ведь социальное государство не может без каких-то выплат оставить человека. Вот в этом случае он сможет рассчитывать, такой человек, только на получение социальной пенсии, которая назначается на 5 лет позже достижения общеустановленного возраста, пенсионного возраста. Вот, если женщина в России имеет право выйти на пенсию в 55 лет, а мужчина в 60, то при отсутствии необходимого стажа и этих пенсионных коэффициентов они смогут получать социальную пенсию только 60 и 65 лет соответственно. Важно помнить, что у нас у каждого гражданина имеется СНИЛС, эти граждане уже скромно, да, это страховой номер индивидуального лицевого счета в пенсионном фонде. И сколько бы у человека не было работодателей, все взносы будут поступать на это. И все суммы будут суммироваться, и, соответственно, пенсионные коэффициенты будут исчисляться по сумме всех официальных заработных плат. Также важно, что каждый гражданин имеет право контролировать полноту и своевременность уплаты страховых взносов своим работодателям. Ведь все сведения о уплаченных страховых взносах отражаются на индивидуальном лицевом счете гражданина.
И сколько сегодня на этом счете, какие работодатели перечислили, и все ли имеются впечатления, этот человек у нас может узнать. И с помощью каких, как он это может сделать? Эту информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета можно узнать несколькими способами. Это, значит, о состоянии своих пенсионных счетов гражданин может узнать через единый портал государственных муниципальных услуг. Также эту информацию можно получить через кредитные организации, с которыми пенсионный фонд заключит соглашение. Также выписку из своего индивидуального лицевого счета можно получить в управлении пенсионного фонда по месту своего жительства при личном обращении. Также человек имеет право, в соответствии с законом об индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования, у своего работодателя каждый работающий бесплатно получать сведения об уплаченных за него взносах, которые включаются как раз в извещение о состоянии индивидуального лицевого счета. У нас в этом году для информирования граждан о заработанном количестве пенсионных баллов на сайте пенсионного фонда имеется электронный сервис, пенсионный фонд создал его и презентовал на сайте пенсионного фонда. Он называется «Личный кабинет застрахованного лица». Этот сервис особенно важен для людей до пенсионного возраста. Этот кабинет позволяет, не выходя из дома, человек может узнать о количестве заработанных на сегодня пенсионных баллов и стажа, который влияет на размер пенсии в соответствии с новой пенсионной формулой. Здесь также имеется подробная информация о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов, а также информация о выбранных гражданином негосударственных пенсионных фондах, управляющих компаниях, об участии гражданина в программе государственного софинансирования пенсии. Помимо этого, сервис позволяет также моделировать будущую пенсию. Помогает также, можно через данный личный кабинет застрахованного лица направить электронный вопрос в пенсионный фонд, записаться на прием и получить справку о размере пенсии рядом с общими документами. Даже через этот кабинет можно направлять электронные заявления на назначение пенсии и выбрать способ доставки. Удобно, что для входа в личный кабинет застрахованного лица используется тот же пароль, что и на едином портале госуслуг. В общем-то, мы призываем граждан активно пользоваться этими возможностями для того, чтобы убедиться, что его работодатель действительно получает страховые взносы на его будущую пенсию. Вот говоря о выплате серых зарплат, пенсионный фонд не стоит в стороне, мы также активно участвуем в этой работе. Помимо участия в всевозможных общественных мероприятиях, комиссиях по легализации заработных плат, мы также совместно с Федеральной налоговой службой на основании письма с налоговой службой проводим вместе участие в мероприятиях по выявлению фактов выплат неофициальной заработной платы, занижение налогооблагаемой базы и базы для начисления страховых взносов и увеличение поступления налогов и взносов в бюджеты. Так, в 2014 году нашими службами было проведено это взаимодействие с налоговыми органами. Что здесь все производится в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вот, а в 4 случаях были выявлены нарушения законодательства о страховых взносах. Это Промтехстройсервис. Это 3 у нас предприятия Чебоксарского района, пока Заря Комсомольского района, Градострой город Чебоксары. По 3 плательщикам, это Чувашский бройлер, это плательщик Чебоксарского района, молочное дело Шумиля и ООО «Лидер» город Чебоксары, мы вынесли решение о привлечении к ответственности. Чаще всего какие нарушения мы выявляем в ходе проведения выездных проверок? Это несоответственно начисленных сумм выплат и иных вознаграждений отчетным данным, которые были представлены в пенсионный фонд, занижение предельной личной базы для начисления страховых взносов и другие нарушения. Всего надо сказать, что по результатам таких скоординированных проверок произведено до начисления страховых взносов и штраф в сумме 531 тысяча рублей. И надо сказать, что в прошлом году по обращению граждан по нарушению норм трудового законодательства в части оформления трудовых отношений с работниками, а также несвоевременного полного расчета в день увольнения и выплаты заработной платы в конвертах управлением было проведено 9 выездных проверок. И по результатам выявлено следующее. В 4 случаях это у нас предприниматель Чайков, общество «Миллениум», «Жемчужин», ТСЖ «Молот», это город Чебоксары. Факты, которые изложены в обращении граждан о правильности исчисления комнаты и своевременности уплаты перечисления страховых взносов на обязательное пенсионное медицинское страхование. Также о нарушении данными работодателями статьи 140 Трудового кодекса в части неполного расчета в день увольнения работников подтвердились. И нарушение законодательства 3 страхователями устранены в добровольном порядке.
и, соответственно, произведен полный расчет с уволенными работниками. Один у нас плательщик, это ТСШ МОД, оспорил 10 пенсионных фондов, и сейчас это дело находится на рассмотрении арбитража судей Чувашской республики. Он, соответственно, оспаривает решение органа о привлечении его к ответственности. В 5 случаях это предпринимает Паутов, автошкола САВА Плюс, НЭКС, предпринимает Дмитриев, это Канаш Решнов, Шумерля. Факт указанного обращения граждан на отсутствие трудовых деклараций с работниками и выплаты заработной платы в конвертах в ходе проведения местных проверок не подтвердились. В этом году у нас запланировано проведение одной из координированной выездной проверки. Это СКП, который плательщик Татарского района. В настоящий момент выездная проверка не завершена. Также на сегодняшний день у нас в пенсионном фонде находится на рассмотрении 7 обращений граждан о нарушении норм трудового законодательства и законодательства о страховых взносах. Это Пилигрим, Вегас, предприниматель Клементьева, это все городские у нас плательщики, зала Кер, ТСЖ Комплекс, Союз, СКПК, это Вяземский район. Вот, в целях осуществления контроля за правильным осуществлением полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов управление в настоящее время начали, и еще пока не завершены 3 проверки. И 4 будут проведены в марте. По одному у нас в январе 2015 года уже завершаю, могу сказать, что мы провели выездную проверку ОВИТа, это плательщик Варнашского района. Значит, нам поступила от прокуратуры Варнашского района информация о акте использования серой схемы труда на данном предприятии. В результате выездной проверки факты, которые были изложены в информации прокуратуры Варнашского района, действительно подтвердились. И администрация ОВИТа без документального оформления произведена выплат в конверте в пользу двух работников предприятия. По результатам проверки произведено до начисления страховых взносов, пени штраф в сумме 27,6 тысяч рублей. В настоящее время нарушения законодательства о страховых взносах устранены. До начисленных страховых взносов, пени штраф уплачены на соответствующей федеральной казначействе в полном объеме, и, соответственно, также организации представлены корректирующие формы индивидуального презентационного учета. В этом году мы продолжим работу по минимизации уровня серого рынка труда в республике и, соответственно, легализации базы для начисления страховых взносов. Вместе с тем, мы считаем, что решение проблемы выплаты серых зарплат можно только в активном содействии с гражданами работников предприятий, а также в осознании личной ответственности каждого. В общем-то, я представляю пенсионный фонд, призываю жителей республики не оставаться равнодушными к нарушению своих прав и, соответственно, помочь нам в этом деле. Спасибо. Спасибо большое. Все-таки мы все ориентируем, чтобы все-таки работники, когда при поступлении на работу, обязательно заключить трудовой договор. То есть ни в коем случае не соглашались на работу без оформления отношений. Это раз. Но уж если так получилось, что была такая ситуация безвыходная, что человек вынужден был пойти на работу и с ними не оформлены трудовые отношения, и платят зарплату в конверте, необходимо все-таки постараться фиксировать факты, доказательства собирать, что все-таки им зарплату платят в определенном размере. Вот. Это могут быть различные документы, можно делать копии документов, это могут быть какие-то другие доказательства, физические показания, в том числе, чтобы в последующем, на всякий случай, это можно было все установить. Вот. Это могут быть различные справки по форме двойных справки, которые представляются кредитной организацией, которые позволяют в последующем выявить факты серой платы. Мы хотим сказать в очередь, что взаимодействуем с налоговым органом, с органом пенсионного фонда, имеет прокуратура. Если мы выявляем такие факты, и госинспекция в том числе, выплаты заработной платы в конверте, мы обязательно обращаемся не только привлекаем за нарушение законодательства о труде к ответственности, но и обязательно обращаемся в органы пенсионного фонда и налогового органа для того, чтобы они уже по своему законодательству, в котором они работают, привлекали также к ответственности этих нерадивых работодателей, производить начисление налогов в органы пенсионного фонда и в том числе применяли штрафные санкции, поскольку они действительно предусмотрены, отдельные штрафные санкции по законодательству, по налоговому кодексу, и, соответственно, действительно эта практика есть. У нас следующий выступающий Архипова Татьяна Леонидовна, еще раз представлю, начальник отдела налогообложения имущественных доходов физических лиц, Управления Федеральной налоговой службы Чувашской республики. Она расскажет о работе налоговых органов по легализации сферы заработной платы. Пожалуйста, кратко. Добрый день.
Доходная часть бюджетов нашей республики формируется за счет социально значимых платежей по налогу на доходы физических лиц. Данный налог является одним из основных источников формирования доходной части республиканского и местных бюджетов и составляет основу обеспечения самостоятельности и устойчивости местных бюджетов. В то же время сохраняется проблема выплаты работодателями заработной платы в конвертах актуальной. Данная проблема влечет за собой как нарушение действующего законодательства, так и ущемление социальных прав работников, в частности, право на получение социальных и имущественных налоговых вычетов. Налоговыми органами по Чувашской Республике в результате проведенного анализа сведений по форме 2 НДФЛ выявлено 2675 работодателей, выплачивающих зарплату ниже величины минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и среднеотраслевого уровня. Данные списки нами ежеквартально доводятся до органов прокуратуры, местного самоуправления и Государственной инспекции труда в Чувашской Республике. С 1 января 2015 года размер минимальной оплаты труда увеличился на 411 рублей, он сейчас составляет 5964 рубля. И прожиточный минимум составляет 7425 рублей. Как правило, наша практика показывает, что работодатели стараются придерживаться данных показателей в пределах вот этих сумм, и зарплату больше данного барьера не повышает. В 2014 году нами проведено 504 заседания комиссий, на которых заслушано 2181 работодатель, выплачивающий низкую заработную плату. То есть сами видите, какие большие объемы. После заслушивания 65% повысили заработную плату работодателей. Дополнительно поступил налог на доходы в бюджет нашей республики в сумме 13,5 миллионов. Также 48 работодателей представили сведения по форме 2 НДФЛ на своих работников, которые ранее представляли отчетность, что у них выплаты заработной платы отсутствуют. Также необходимо отметить, что вопросы выплаты серой зарплаты рассматриваются на заседаниях межведомственных комиссиях Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики. Кроме того, работодатели, выплачивающие низкую зарплату, заслушиваются также на комиссиях в Министерстве экономического развития, торговли, промышленности и торговли Чувашской Республики. Нами также рассматриваются все обращения граждан, которые поступают к нам о фактах выплаты серой зарплаты. В прошлом году рассмотрено 52 таких обращения. По результатам половина из них повысили заработную плату. Сумма налога поступила дополнительно в бюджет в размере 250 тысяч рублей. Также параллельно мы со стороны управления даем поручение налоговым инспекциям проверять правильность оформления трудовых отношений. При рассмотрении материалов 18 работодателей не оформляли трудовые отношения с работниками. Все материалы направлены в органы прокуратуры, Государственную инспекцию труда в Чувашской Республике. В заключение хочу обратить внимание на налоговые санкции, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации. В соответствии со статьей 123 Налогового кодекса неправомерное неудержание и неперечисление налоговых доходов физических лиц в бюджет влечет взыскание штрафа в размере 20% от суммы, подлежащей удержанию и перечислению. Кроме того, работодатели обязаны ежегодно представлять налоговые органы сведения о доходах, полученных работниками. Такие сведения представляются в отношении каждого физического лица. И за непредставление таких сведений по 126 статье Налогового кодекса возлагается штраф в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ. Кратенько у меня все. Благодарю за внимание. Спасибо большое. У нас также возникают вопросы, связанные возникли, да, связанные с исполнением судебных решений о взыскании заработной платы, когда уже есть судебное решение, когда работник обратился в суд или прокурор обратился в суд. То есть вроде как судебные приставы должны работать в этом направлении, да, то есть, и не всегда получается, что получает человек заработную плату. В длительное время не получает, но это разные субъективные и объективные причины могут быть. Поэтому здесь нам об этом расскажет более подробно
Илларионов Игорь Вячеславович, начальник отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской республике. Он провел анализ работы по взысканию заработной платы за 2014 год и расскажет результаты деятельности службы судебных приставов по взысканию заработной платы. Добрый день. Что касается нашей деятельности в 2014 году, то хотелось бы отметить кратко, что у нас на исполнении в 2014 году было чуть более 2800 исполнительных производств по взысканию заработной платы. Примерно сумма, подлежащая взысканию, составляла 85 миллионов рублей. В результате нашей деятельности было почти по 2000 исполнительным производствам принято процессуальное решение об окончании исполнительного производства либо его прекращении. При этом фактически, то есть требования исполнительных документов были исполнены в полном объеме, это почти составляет 1500 производств. Всего мы взыскали в 2014 году 49 миллионов рублей. Поэтому, как следствие, у нас на 1 января текущего года в остатке находилось незначительное количество исполнительных производств, около 800. Но в то же время хотелось бы отметить, что 75% от 800 исполнительных производств, это почти 600 производств, у нас приходится на 7 организаций. Вот, допустим, уже было обозначено организация, это инженерный центр, также вторая организация от МСТ. Но больше всего у нас исполнительных производств это Новочебоксарские, организация Новочебоксарск химмонтаж. Основной же причиной у нас невзыскания получается по другим исполнительным документам, либо, соответственно, длительное нахождение исполнения, это же, конечно, либо неведение нашими должниками, работодателями финансово-хозяйственной деятельности, либо, как уже отметили коллеги с прокуратуры республики, это нахождение наших должников на различных стадиях банкротства. Если до конкурсного производства мы еще можем работать с нашими должниками в той или иной степени, там, или важными, то уже при признании банкротами или введении конкурсного производства мы уже, конечно же, ничего не можем сделать. Это все документы передаются конкурсному управляющему. Вот, в принципе, у нас, как я уже отметил, есть 7 основных должников, на которых приходится 3/4 всех исполнительных производств. Но ряд производств уже в ближайшее время у нас будут отправлены на РИЭЛ. Более 100 производств это по металлокаркасу. Что касается инженерного центра, то у нас из 10 миллионов рублей около 8 миллионов сейчас пока не взыскано, но наложено арестом на имущество должников примерно 10 миллионов рублей. Также Новочебоксарске по взысканию там осталось чуть более, около 1,5 миллиона рублей. Также сейчас идет реализация арестованного имущества, зарплата будет погашена. Это 2014 год, как отметил уже тоже коллеги. В 2015 году, конечно, посмотрим, но, скорее всего, будет таких документов больше и, соответственно, сумма больше. Но вас уверяю, как представитель службы судебных приставов, предпринимаются меры, тем более это направление деятельности находится как на контроле нашего руководства центрального аппарата, так и, конечно же, под контролем надзорного органа в лице прокуратуры республики. И, соответственно, все производства у нас изучаются, тоже в том числе нами, даются конкретные указания и, соответственно, выполняются соответствующие. Вот, в принципе, вот такой доклад. Если вопросы по данному вопросу, направлению деятельности, то мы готовы ответить. Спасибо. У нас просто еще последний остался выступающий, и дальше мы перейдем к вопросам, если вопросы возникнут сейчас. Да? У нас есть представитель Чувашского совпрофа, это объединение профсоюзов, тоже проводят проверки они, и к ним обращения поступают граждане, они наделены определенными полномочиями, она об этом подробно скажет, и выявляют они тоже нарушения прав работников. Вот, хотя это вроде как не орган госвласти, да, не контролирующий, не надзорный орган, но тем не менее полномочия определенные есть, и поэтому, пожалуйста. Дмитрий Ольга Алексеевна, еще раз, заведующий правовым отделом Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов Чувашский совпроф. Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов Чувашский совпроф на сегодняшний день объединяет 124 тысячи членов профсоюза у нас в республике.
И в наше объединение входит 1551 профсоюзная организация. То есть в нашей республике в 1551 предприятии, организации имеются профсоюзы. Статья 370 Трудового кодекса Российской Федерации представляет право профсоюзам тоже осуществлять контроль за соблюдением трудовых прав работников. В соответствии с этой статьей профсоюзные объединения, вот такие, например, как наше республиканское объединение, имеют право создавать свои профсоюзные инспекции. И профсоюзные инспектора могут выходить на предприятия и проводить проверки соблюдения трудовых прав работников. За 2014 год профсоюзными инспекторами в Чувашской республике было проведено 392 проверки, и во всех этих проверках осуществлялись проверки по выплате заработной платы работникам. То есть это тоже наш приоритетный вопрос. Если мы выходим на какие-то предприятия с проверками, мы всегда проверяем, как работникам выплачивается заработная плата. При проведении проверок было выявлено 1497 различных нарушений трудового законодательства. Но вот, к сожалению, я не посчитала, сколько из этого количества выявленных нарушений было нарушений по выплате заработной платы. Кроме того, что мы выявляли факты задержки выплаты заработной платы, были еще выявлены такие нарушения на предприятиях, как, например, задержка выдачи отпускных. То есть в соответствии со статьей 136 Трудового кодекса все работники имеют право получать свои отпускные за 3 дня до начала отпуска. Были выявлены такие случаи, когда отпуск уже начался, и, может быть, там неделя прошла с начала отпуска, даже дней 10, и только тогда работодатели выплачивали отпускные своим работникам. Были выявлены случаи, когда работникам не оплачивались командировочные расходы. То есть, например, вот из районов отправляют своих работников в бюджетных учреждений обучаться сюда, в Чебоксары, и оплачивают им дорогу, проезд до Чебоксар. Выплачивают суточные, считают, что работники, приехав сюда в Чебоксары, должны питаться тут за свой счет. Были выявлены случаи, скажем так, дискриминации работников, когда в организации премии работникам выплачивались не всем. А вот, например, внешним совместителям премии не выплачивались только из-за того, что они являются внешние совместители. Что значит внешние совместители? Это люди пришли в организацию, по совместительству устроились, и при этом они работают еще в какой-то другой организации. Вот несколько случаев у нас таких было выявлено, когда таким внешним совместителям премии не выплачивались. Статья 370 Трудового кодекса Российской Федерации предоставляет право профсоюзным инспекторам направлять представления работодателям с требованием об устранении выявленных нарушений, и работодатели должны сообщить в профсоюзную инспекцию о тех мерах, которые они приняли по этому представлению в течение 7 календарных дней с момента получения представления. Конечно, у нас не часто встречаются такие случаи, когда работодатели не реагируют на наши представления, но тем не менее такие случаи бывают. Других каких-то возможностей воздействия на работодателей, к сожалению, Трудовой кодекс нам не предоставляет. Поэтому, если работодатели не реагируют на представление, не устраняют выявленные нарушения, то тогда мы обращаемся в органы прокуратуры или в инспекцию труда для того, чтобы мы как-то совместно могли решить эти проблемы. Ну, к вопросам о серой заработной плате и о фактах незаключения трудовых договоров при приеме работников на работу могу сказать, что ни разу, я вот достаточно долго уже работаю в профсоюзах, достаточно долго провожу проверки в организациях, и ни разу не было выявлено таких фактов, чтобы работникам предприятия, организации, где имеются профсоюзы, выплачивали серую заработную плату или с ними не оформляли трудовые договоры при приеме на работу.
Вот у меня все. Спасибо большое. Видите, очень достаточно эффективно работают работники Ресовпрофа, хотя это как бы профсоюзная организация, общественная организация, не менее достаточно смотреть, какие серьезные нарушения выявляют. Вот, во взаимодействии, в том числе и с нами, с органами прокуратуры, с госинспекцией труда. Поэтому есть определенная практика, можно обращаться через Ресовпроф, и, соответственно, ваши права также будут эффективно защищены. Да, теперь мы, в принципе, здесь все у нас выступающие свои доклады закончили. Можно задать вопрос, пожалуйста. Значит, я председатель независимого профсоюза «Солидарность Бодяги», я могу сказать. Значит, агрегатный и тракторный завод профсоюза не работают. Только мы боремся, значит, обращаемся в прокуратуру, там постоянные задержки и так далее. Ну, суть не в этом. Значит, рабочие хотели задать вопрос, почему вы проводите в 3 часа, а не в 4 и в 5, когда люди выходят с работы. В данный момент они на работе и не могут подойти и задать свои вопросы. Вот. Чисто я хочу сказать, рабочие не хотят обращаться в прокуратуру, потому что они ей не верят. А руководители говорят, у нас в прокуратуре все схвачено, все связано. И на то есть пример. Значит, ко мне обратились работники ВЛЗ, это было где-то месяц 7 назад. Зарплата не платилась им полгода. Значит, прокуратура дала ответ, что замечаний, нарушений нет. А трудовая инспекция нарушений не нашла. И в связи с трудовой инспекцией зарплата была выплачена. Вот. И так далее, значит, по агрегатному тракторному заводу. Значит, получается... Можно отвечать на первую часть вопроса? Ну да. Да, Александр Ильич, ну вот вы можете, наверное, пояснить, когда вот действительно прокуратура дает один ответ, а госинспекция дает другой ответ, почему такие факты вот выявляются в районе прокуратуры? Это был в Ленинском районе. Значит, на задержка зарплаты и неправильное составление трудового договора. Прокуратура Ленинского района дала ответ, что нарушений не обнаружено, не выявлено, а трудовая инспекция эти нарушения выявила. Ну, налицо, получается, действительно некачественность проверки прокуратуры Ленинского района. Это уже задача прокуратуры республики вмешаться в эту, так сказать, проверить. Да, Маляков писал, ну, в общем, смысла нет. То есть Маляков, в общем, напишите нам жалобу на прокуратуру соответствующего района. Мы рассмотрим, привлечем к ответственности работника, который действительно некачественно провел проверку в таком случае. Вот и все. Второй вопрос. Получается, нас не пускают на завод. Значит, Калининский район он нам написал то, что мы имеем возможность работать. Значит, Ленинский район, Журавлёво, значит, тракторный завод, то, что нет, формулирует законы 96-го года. Вот. То, что мы, другая организация, значит, пищевая, там, табачная, не имеем строительных отношений. Но прокуратура игнорирует Конституционный суд 2013 года, где было это упрощено, и там были изменения. То есть мы можем работать. Но прокуратура на это 22 год боремся, и тут возникает вопрос, это ошибка или коррупция? Потому что рабочие недовольны вот этой ситуацией. У меня все. Сейчас уточняющий вопрос еще у Ресовпрофа. Простите, я хотела бы поинтересоваться, ваша организация сколько объединяет членов профсоюза? Какое количество? Значит, на сегодняшний момент 2 человека с агрегатным заводом СП2 пришли, значит, вступили в профсоюз. Вот сегодня с утра были, значит, они. Ну, там увольняются, приходят. На данный момент у меня 238 перед этим сюда посчитал. Вот. На тракторном заводе, конечно, там мало, всего лишь 34 человека. А на агрегатном 238 членов профсоюза? Да, то есть вот сегодня вступили двое, вот с ними 38, 230. То есть я прокуратуре Калининского района часть рабочих предоставлял, они, значит, изучили заявление, оставил номера телефонов этих рабочих, то есть они с ними стыковались и проверяли. Простите, я могу вам еще один вопрос задать? Я просто в курсе вот этой жалобы, когда вы просили предоставить вам помещение, а вам отказали его предоставить. Ну, значит, помещение это не принципиально, значит, пропуск принципиально. Нас не пускают на завод, чтобы работать и выявлять нарушения. Хотя нарушений там очень много. Вот еще вопрос у вас был, касающийся того, что действительно мы проводим мероприятия неудобное для многих граждан время. То есть действительно это рабочее время, 15 часов, когда действительно многие не могут подойти на мероприятие и послушать наши лекции.
Да, проблема в этом есть. Я вам сразу хочу сказать, пояснить, что у нас, к сожалению, в субботу-воскресенье и у прокуратуры, и у других органов госинспекции труда присутствует, да, и у налогового органа, пенсионный фонд, выходные, и мы не можем в другое время, к сожалению, проводить мероприятия. К сожалению, большому, да, мы тоже действительно знаем, что это действительно неудобно для граждан. Вот. Но мы постараемся как-то найти выход из этой ситуации. Сейчас вот попробовали мы в сети интернет сразу, да, сделать возможность, чтобы нас видели те пользователи сети интернет, которые не могли прийти на мероприятие. Не знаю, как у нас это получилось, но первый блин, может быть, и комом получился, но в дальнейшем мы будем находить различные пути, выходы, может быть, отдельный сервер создадим, как-то, вот, я не знаю, где можно будет тем, кто сети интернет может пользоваться, может, допустим, выйти на нас посмотреть. Когда, допустим, неудобно, скажем так, с работы уйти или из дома уйти и так далее, и так далее. Вот. Проблема такая есть. Вы говорите, можно было бы привести в 16 часов или в 17 часов. Смотрите, сейчас уже скоро 17 часов наступит, да? То есть с 15 мы до 17 проводим. У нас госинспекция труда, пенсионный фонд, налоговый орган работает до 17 часов, с 8 до 17. Поэтому, опять же, своих коллег я не имею права заставлять нарушать трудовое законодательство и трудовой порядок, понимаете? Они скажут, что вы наш право нарушаете. Поэтому... Ну, это понятно, они работают лично, да, но официально, естественно, суббота, воскресенье, выходные, официально. Это другой вопрос, что некоторые, скажем, добросовестные, заваленные работой работники, они по своей инициативе же уходят в субботу, но не по нашей инициативе, естественно, происходит. Вот. И мы это учтем в дальнейшем. Мы попытаемся находить различные варианты решения этой проблемы. Но эта проблема существует. Мы учтем. Но как решить это, пока сказать не могу. Будем думать. Пожалуйста, еще вопросы есть, да? Так, Андрей Геннадий Иванович, я помощник депутата Государственного совета Морякова Юрия Юрьевича, товарищ Данилов. Я бы хотел акцентировать следующий момент. Помимо оплаты труда, которая включает в себя заработную плату, есть еще определенная составляющая, на которую почему-то в последнее время никто не обращает момент, как индексация заработной платы. Если раньше, когда у нас официальная инфляция была там 3 рубля 12 копеек, да, то за последний год, если вы все знаете, что это 11,4. И невыплата индексации заработной платы, которая носит сейчас массовый характер именно уже в работающих хозяйственных субъектах, носит массовый характер. Я бы хотел акцентировать внимание прокуратуры, трудовой инспекции или соцпрофа при проведении проверок, когда вы будете, допустим, смотреть, если нарушение по поводу заработной платы, смотреть, вычислялась ли индексация заработной платы, которая Трудовым кодексом является обязательной, и невыплаты индексации заработной платы является административным правонарушением, которое влечет за собой там значительные штрафы, там, от 30 до 50 тысяч рублей. Многие граждане вот это вот, к сожалению, не знают. Лично мой вопрос гражданам на бирже труда я стоял там полдня, когда люди увольняются, которые имеют в течение 3 месяцев подать иски к предприятию для выплаты всех причитающихся выплат, в том числе индексации, показал, что граждане в этом отношении, к сожалению, хромает у них правовая грамотность в этом отчете. Я вот при проведении проверок бы не рекомендовал, а просто обратил внимание, когда вы будете проверять документы, акцентировали именно еще вот на этом моменте. Все, спасибо. Спасибо за вопрос. Я хотел уточнить, вот если речь идет об индексации именно заработной платы в связи с инфляцией, или это связано с выплатой процентов за просрочку выплаты заработной платы? Нет, именно связано, там можно считать от инфляции, можно как и индексация, то есть тут есть два варианта. Потребительский цены. Да. Но в основном сейчас используется индекс инфляции, потому что его не надо доказывать, он является общепризнанным. Александр Ильич, мы знаем, что такой вопрос возник. Давайте попробуем ответить. Мы с Геннадием Ивановичем это действительно обсуждали. Решили, И более того, я в ближайшее время вот мы найдем несколько человек, которые непосредственно... Да, создать практику, да, то есть вот ее, рассмотреть несколько заявлений и озвучить, да, потому что 11,4% за прошлый год это фактически 13 зарплат, да, получается, ну, если так фактически говорят. В наше время, я думаю, так как же. Мы, кстати, вот 2 дня назад, Альберт Иванович, об этом же с вами говорили. Это вопрос сейчас коллективного договора, понимаете. И у кого есть коллективный договор. Более того, могу добавить то, что даже не касаясь индексации, 2-й год прокуратура республики добивается установления субъектового минимального размера оплаты труда в повышенном размере.
чтобы работодатель отступался не от общероссийского размера оплаты труда, а от того, который будет установлен непосредственно в Чувашской республике. Но пока что, вот сейчас вот сегодня только ушло письмо в Минфин Чувашии. Этот вопрос рассматривает трехсторонняя комиссия республиканская. А по индексации, действительно, давайте заявление и сразу организуем проверки. Если будет результативно, тогда будем по всей республике такую проверку без заявления начинать проводить. Поскольку многие не хотят писать жалобы на заявление, пока не работают. Но самих таких обращений не было. Я в ближайшее время будет. Другой Можно разговор. еще один вопрос? Это уже другой разговор. Анатолий Иванович, можно еще один вопрос? Я представляю правозащитный центр Виктор Ильина. Пожалуйста, вопросы не частного характера. Вот, нет, не частного, именно что вот вы говорили здесь, вы работаете, это гипотеза. Сколько в 2014 году было привлечено руководителей в уголовной ответственности, сколько дисквалифицировано? Результат вашей работы есть какой-то, нет? Ну, конечно, такой анализ проводился, Александр Ильич. У вас есть, ну, в административной ответственности привлечено 479 против 436 в прошлом году. Штрафы хорошо. Непосредственно дисквалификация. Дисквалификации 12 против 13. Прежде все-таки, да? Хорошо. А уголовная? И кроме того, я могу добавить то, что 2 факта осуществления деятельности дисквалифицированными лицами. Это Валиулин по империи и еще одно предприятие, сейчас просто, чтобы врать не буду, чтобы не наврать, не буду называть. Вот тоже эти лица, которые дисквалифицированы, отстранены от работы, от управления обществом. И уголовных дела, сколько возбуждено уголовных дел? По уголовным делам 11 против 8, это только которые по нашим проверкам. Но на самом деле уголовных дел гораздо больше, потому что непосредственно возбуждает Следственный комитет. Без нашего участия уже Следственный комитет возбуждает. Заявление напрямую надо отправлять гражданам в Следственный комитет. Ну, 11 уголовных дел против 8, это тоже результат. Можно, да? Скажите, а вот здесь есть журналисты? Нет, да? Журналистов нету. Нет журналистов. Интересно, для кого вы это все сейчас сочетались? Ну, для граждан, для вас. Вы же пришли. Сейчас трансляция И трансляция онлайн тоже идет в сети очень интернет. хорошо. Скажите, а вот то, что вот сейчас происходит, будет ли в прессе напечатано? Вы знаете, я приглашаю прессу, я приглашаю и телевидение, они не приходят. А можно ли сделать так, чтобы это было обязательно? Потому что это очень важно. Теперь я прокомментирую, чтобы люди писали, что у меня есть серая зарплата. Я вам скажу, никто писать не собирается. Ни я, никто не писать. Сейчас такое состояние в стране и в республике. Человек готовый за кусок рыбы. Поэтому я не к этому, а к тому, вы, я вот слышал вас, очень неплохо мониторите эти вопросы. Если какая-то организация не доплачивает и так далее, не надо ни от кого ждать писем. Мы все за кусок рыбы работаем. Поэтому достаточно уже, поэтому что организация не выплачивает, уже начать проверки. Вы согласны со мной? Разумеется. Спасибо. Да, нет, в интернете будет информация, то, что сегодня мероприятие проведено. Интернет не каждый ходит, а прессу все-таки есть. Ну, вы правильно говорите. И я, поверьте, я приглашаю представителей СМИ. Я вам верю. Да. Не надо ждать приглашенных, надо самим идти в народ. Очень тяжело, к сожалению, в последнее время, я не хочу жаловаться, но очень тяжело средства массовой информации идут на такие мероприятия. И телевидение в том числе. Но у нас в апреле будет тема ЖКХ. Я думаю, на эту тему придут. Точно придут. И телевидение придет, и пресса будет, и все будут. Вот. В апреле, я имею в виду, еще раз говорю, будет ЖКХ. И еще один вопрос. Вот, скажем, какая-то организация не выплачивает, там месяца 3-5, не важно. Вы туда выходите, вот в каком-то составе? Для как раз выявления таких фактов система мониторинга работает. Вы выходите? Обязательно. То есть органы прокуратуры. Я так понимаю, что есть организация, неважно, 200-400 человек не получают зарплату. То есть вы выходите, забираете работникам этого учреждения и вот такую беседу, правильно? Ну, вообще неизвестно, проводят ли каждый раз требования к собранию с трудовым коллективом. Да. Мы как бы не только на проверке. И профсоюзы. Ну, вообще, по-моему, вот прокуратура Калининского района должна была по электросиле как раз провести собрание трудового коллектива. Я сам с электросилой, там еще не было и не будет.
Сколько-то человек, видимо, собрали, кто тогда еще осуществлял деятельность, да? Да, это в сентябре было. То есть вы оперативно не работаете с такими предприятиями? Не понял вопрос. Вы, вот ваши все организации, оперативно с такими организациями не работаете, которые не выплачивают зарплаты, задержки и так далее? Ну, наверное, все-таки работаем, потому что контроль осуществляется постоянно. Вот если мы факт выявили, не выплату заработной платы, то все предприятие с контроля не будет снято до той поры, пока не будет, по крайней мере, я не контроль, мониторинг ведется, я убедился. Я говорю, вы выходите, организации, собираете людей и говорите то, что вы сейчас здесь. То есть вы, наверное, больше предлагаете, да? Да. И я спрашиваю, чтобы знать мнение о вас, я спрашиваю, вы делаете такое или нет? Вообще органы прокуратуры вы имеете? Да не только. Пусть органы прокуратуры, пусть с труда организации, так. Вы делаете это? Вы хотите предложить делать. Это нету в обязанности, понимаете? Я не говорю, я спрашиваю, практиковали это или нет? Практикуется, да. Ну, мы часто, допустим... Вы тоже практиковали? Ну, вы практиковали это? Да, Акипова. Госпожа Акипова. Не в компетенции налоговой. Не в компетенции. Вот, значит, мы нужно... вызываем только если человек напишет заявление, да? Нет, зачем? Мы проводим мониторинг заработной платы по своим данным. И каждого работодателя мы вызываем на специальную комиссию. Да, еще вопрос, пожалуйста. Вот по поводу онлайн-трансляции сейчас был вопрос. Представители своей организации в данный момент наблюдают за всем этим происходящим в интернете. Поэтому мой вопрос будет интересен не только сидящим здесь в зале. И они во время конференции звонили, и у них вот горячий вопрос к представителям прокуратуры. Пожалуйста, разъясните поподробнее, заявление в какую прокуратуру писать. Писать ее индивидуально, либо коллективно. То есть интересует, в какой форме будет более эффективно и быстродейственно она работать. Потому что информация есть, что деньги пришли на счет, и пока они не испарились в неизвестном управлении, люди хотят получить свою честно заработанную зарплату. Они вас слушают в данный момент. И, пожалуйста. Тут, наверное, следует, во-первых, определиться на территории какого района Чебоксар. Калининский район, к мировому судье. Калининский район. Да, получается так же. Значит, в соответствии с организационно-распределительными документами подается, можно подать коллективное обращение, можно индивидуальное. Разницы никакой, будет проверка по всему проводиться. Непосредственно в прокуратуру Калининского района, либо в прокуратуру республики, но если ответ не обжалуется в прокуратуру Калининского района, то обращение будет в течение 7 дней направлено в прокуратуру Калининского района. 7 дней уже потеряли, если в прокуратуру республики непосредственно обратились. Если не обжалуете, действия Калининской прокуратуры. Поэтому легче, наверное, быстрее обратиться непосредственно в прокуратуру Калининского района, а не согласие уже с ответом обжаловать его в прокуратуру республики. Так будет оперативнее. Напрямую в прокуратуру республики можно обратиться? Напрямую также и путем подачи электронного сообщения. Просто вы немножко времени потеряете, потому что пока прокуратура республики перенаправит в прокуратуру Калининского района, пройдет время определенное тоже. Несколько дней может пройти, и это тоже не на пользу. Если жалобы, вы должны будете. Понятно. И еще также вопрос от представителю приставов. В данный момент наложены аресты на счета данной фирмы, нашей организации. И вот эти деньги, которые пришли, они будут арестованы? Или может организация распоряжаться? Не понимаю вашего вопроса. Нет, сюда не положил. Арбитраж бонус. Что они, счет арестован, а будут ли они арестованы? Это как понятно? Нет, кассовый получил там выставлены на специальные денежные средства в объеме, которое подлежит по исполнительным документам. Соответственно, если сумма пришла определенная, она должна пойти к нам, в службу судебных приставов. Тем более тут очередность вторая, зарплата. Я вообще не понимаю, куда они могут уйти. Это было просто, как говорится. И вы говорите про 39 миллионов, это, конечно, откуда у вас такая информация, если она действительно стопроцентная, то я только рад, как и вы же, наверное. Но получается, эти деньги никуда не могут уйти, если не пришли на уже арестованные счета. Правильно я понимаю? Если у организации есть иные счета, которые не указаны, у нас нет информации, то, соответственно, они были открыты после, да, исполнительного производства, что прямо ведет
так сказать, к уголовной ответственности по 315 статье Уголовного кодекса. Это воспрепятствование, это неисполнение решения суда. Они, получается, идут уже прямо на неисполнение решения суда, ну, получается, на сокрытие денежных средств, да, которые подлежат уплате своим работникам, и так далее, так далее, так далее. Никакая организация не может открывать спокойно счета и не сообщит об этом соответствующие органы. Если они сообщены, эти сведения, тогда и мы выставляем, в свою очередь, соответствующее постановление кассовых поручений. Поэтому я тут не должен, по сути, беспокоиться, и вы, если действительно эта информация 100%. И мы можем, наверное, это совместно сейчас обсудить, может даже обменяться телефонами, если действительно такая информация есть у вас. Если вы обладаете, значит, у вас есть информация, там, откуда она пришла, от кого. Потому что индивидуально, да, это индивидуально. Сейчас. Поэтому не беспокойтесь, если действительно это все пришло на отчетный счета. Это касается всех организаций. Спасибо. Альберт Иванович. Вопросы ЖКХ это вы задали, да? У меня вопрос. Пенсионер Лещев Константин Иванович. У меня к вам такой вопрос. Чьи интересы должен защищать прокурор города? Нет, ну вы знаете, вы вопросы задаете не конкретные и не по теме сейчас. Мы сейчас говорим вообще о зарплате и о оплате труда. Почему не конкретно? Вот пользуясь этим случаем, я специально сюда пришел вот узнать ваше мнение. Чьи интересы должен защищать прокурор города? Неужели вы мне не можете ответить? Прокуратура должна защищать интересы граждан, чьи права нарушены. Интересы закона, так я понимаю? Ну, правильно я понимаю? Совершенно верно. Да? Интересы закона. Совершенно верно. Это... А вот Новочебоксарский, Бельского, когда назначили Андрея Владимировича, так, прокурором, он в печати давал интересы города, он защищает. Вот это как, правильно или нет? Спасибо. Мы защищаем и государственные, и общественные интересы. Государственные – это значит интересы, в том числе и муниципальных образований, в том случае, если нарушаются интересы муниципальных образований. Понимаете, у нас полномочий много. У нас и государственные, и общественные интересы. Поэтому сказать, что мы только интересы граждан защищаем, нельзя, а интересы государства тоже защищаем. Ну, я думаю, прокурор города должен интересы закона. Больше его ничего не должно интересовать. Вот закон, и все, правильно? Ну, вот интересы, это не интересы защищаем, а нарушенные права. Интересы кого-то или что-то, это уже не так. Мы правильно, интересы закона. Мы защищаем нарушенные права. Права и нарушенные права. Прошу прощения, вот еще вопросы есть по оплате труда, наверное, да? Буквально вот вы два последних, у нас просто время уже заканчивается, ладно? Спасибо. Мотивирует тем, что у нас не результатное предприятие, хотя в положении по оплате труда такое не говорится. Есть положение по оплате труда, работники не были ознакомлены. Как вот повлиять на работодателя, чтобы нам оплачивали наши по трудовому договору премии и надбавки? Хотя указано там до 50%. А зарплаты, соответственно, у всех маленькие, так как они уклоняются от налогов. Ну, уходят от... У вас что за организация? Говорить не буду, потому что... Так, ну, как бы сказать, тут прямо так, на публику не скажешь, вы подойдите к нам, у нас консультация каждый день. Ну, работник, ну, в крайнем случае, можем позвонить. Если вам что-то не нравится, увольняйтесь. Вот такой ответ. Все работники боятся что-то сказать. А профсоюз у нас тоже есть, но не за работников. Также... Обращайтесь к нам, мы будем решать ваш право. Профсоюз тоже боится, потому что... Да. Если вы не хотите свои данные указывать, вы вообще можете анонимно к нам обратиться. Анонимно, письменно, анонимно в прокуратуру. Я же еще раз говорю, в отличие от госинспекции труда, как сказал госинспекция труда только что, да, мы рассматриваем и анонимное обращение, не только официальное обращение, когда есть фамилия, имя, отчество и адрес. Мы рассматриваем и анонимное, когда нет фамилии, имя, отчества, нет адреса, но есть сведения о нарушении законодательства. И конкретно указана организация, именование организации и адрес организации. Или когда указана вымышленная фамилия, имя, отчество и адрес, мы все равно рассматриваем такие обращения. Поэтому лучше анонимно к нам обратиться, что вот так это работникам данной организации не выплачивается премиально, хотя положение оплаты труда не предусмотрено. Вот. А дальше наша работа. Все, тем более. И это укажите, что не ознакомлен под роспись с локальными нормативными актами, с трудовым договором.
Вот. Это все указывает, что не знакомлено, раз, и то, что два, что вам, соответственно, снизили размер заработной платы фактически, потому что вам не выплачивают вот эти вот премиальные, да, вознаграждения какие-то. А? Не понял. Воздействовать на работодателя как? Можем, конечно. Конечно, можем. Если к нам обращение такое поступит, это основание для проведения прокурорской проверки. Только оно должно поступить к нам официально. Официально, вы конкретно. И оно должно быть достаточно для того, чтобы провести проект. То есть нам нужно указать конкретную организацию. Сейчас вы на камеру это делать не будете, вот, а потом это сделаете. Вы можете ко мне подойти индивидуально, я вам подскажу, как проект сделать. Еще вопросы? Предыдущий вопрос был уже... Тогда вы последний будете. Частично ответ был получен, то есть я так понимаю, что если обратиться на сайте по вопросам нарушения трудовых прав, то в любом случае будет проведена проверка, да? Да, совершенно верно. Я не ошибаюсь? Я просто уточнил. Да. Мы будем проводить проверку, даже если анонимное обращение. Последний вопрос, мужчина. Все, больше у нас, к сожалению, времени нет. У меня вопрос к Ольге Андреевне. Алексеевна. Извините, неправильно указали его отчество. Ольга Алексеевна. Армия работников ЖКХ имеет ли профсоюзные организации? Да, у нас в составе Чувашского республиканского объединения организаций профсоюза Чувашия Соцпроф есть республиканское объединение профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства. По адресу? Калинина, 66. Спасибо. Да, большое вам спасибо, что пришли на сегодняшнее мероприятие, нашли время. Действительно, надеюсь, что определенная польза от этого тоже была. Вот. Вы всегда к нам можете прийти индивидуально, также на прием в прокуратуре республики Карла Маркса 48. Лично я принимаю по четвергам 16-18 часов каждую неделю. Вы можете ко мне подойти. Можете подойти в любое время с 9 до 6, когда вам удобно, в рабочие дни. Любой дежурный прокурор вас также примет и выслушает, и если надо будет, вам подскажет, поможет написать заявление. Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо. Брошюру возьмите, пожалуйста.